Новый год – это праздник, который, как правило, растягивается не на один день. Его отмечают в коллективе, с семьей, с друзьями. Мест для гуляний очень много, но при огромном выборе не хочется ошибиться. Прежде всего, конечно, нужно определиться, сколько человек будет в компании, и в зависимости от этого выбирать зал. Он должен быть теплый, вместительный, тематически оформленный. Для Нового года, как правило, обязательно разрабатывается специальная развлекательная программа. Ну и, конечно, стол, а точнее то, что на нем будет. Еда – вкусная, качественная и где-то даже оригинальная. К примеру, в банкетном комплексе «Алтын-Арык» готовят отменное мясо. Благодаря подземному тандыру, аналогов которому в Хакасии нет, мясные блюда получаются мягкими и сочными, но вкус незабываемым. Уникальность кухни нашей в чем заключается? То есть, по старинным традиционным рецептам все готовим. В казанах готовим грузинская кухня, армянская, азербайджанская. И из хакасской много блюд у нас, значит. Этот большой белый шатер является самым большим банкетным залом в городе. Он отлично подойдет для юбилеев, корпоративов и свадеб. Здесь с комфортом могут разместиться 350 гостей. Уютная деревянная юрта поменьше оформлена в хакасском стиле. Она вмещает около 50 человек. Как раз для тех, кто любит праздники в кругу самых близких. Оба зала очень теплые, а значит, в них будет комфортно, даже когда за окном метели вьюга. Оно очень огромное. Помещает очень много народу, так как у нас свадьба огромная, можно сказать, собрали всех родственников. Хакасская кухня. Да, здесь очень вкусно кормят. Очень хорошие отзывы были. Как позвонили, сразу отреагировали, начали готовить зал. В банкетном комплексе не только накроют стол, но и помогут с организацией. Учтут все пожелания гостей и предложат то, что поможет сделать праздник незабываемым. Дед Мороз с большим мешком подарков, Снегурочка, фотограф, фотозона, много-много сюрпризов, очень вкусный ужин, богатый стол. Бронирование уже идет, свободных дат осталось не так много. Абакан, Жукова, 46Б, территория ипподрома.